Иван Семен Юрьевич, я заведующий отделом истории Якутского музея имени Ярославского. Я сегодня расскажу вам лекцию о стрелковом оружии времен Великой Отечественной войны. Пистолет-пулемет Шпагина был разработан в 1941 году на замену пистолета-пулемета Дегтярева, который очень хорошо себя зарекомендовал в ходе Советско-финской войны, однако был очень сложен в изготовлении. А пистолет-пулемет Шпагина был очень технологичен. Пистолет-пулемет подразумевает использование пистолетных патронов. В данном случае используется патрон 7,62 × 25, так называемый ТТ. Принцип действия пистолета-пулемета — это свободный ход затвора. Затвор оснащен предохранителем, который фиксирует затвор в переднее и заднее положение. Также имеется дисковый магазин емкостью 71 патрон, ствол воздушного охлаждения закрыт кожухом со скосом в передней части, что выполняет роль компенсатора при автоматическом ведении огня. Переводчик с автоматической на одиночный огонь имеется в зоне спусковой скобы. Также пистолет-пулемет оснащен целиком на 100 и 200 метров. Пистолет-пулемет Шпагина является очень символичным для Великой Отечественной войны, и неспроста многие памятники и монументы используют в своей композиции данный вид оружия. В коллекции Якутского музея имеется несколько винтовок Мосина. Перед вами винтовка Мосина образца 1891-30 года. Винтовка была разработана русским конструктором Сергеем Ивановичем Мосиным в 1891 году и в том же году был принят на вооружение русской армии. Винтовка выпускалась в нескольких модификациях: пехотном, драгунском и казачьем. Всю первую половину 20 века эта винтовка оставалась основным видом вооружения царской армии, рабоче-крестьянской Красной армии и советской армии. В 1830 году винтовка была модифицирована. За основу был взят драгунский вариант винтовки. Винтовка была очень прихотлива, вмещала в себя 4 патрона в магазине и 1 в канале ствола, так что винтовка была пятизарядной. Штык винтовки был съемный, однако штык никогда не снимался, так как пристрелка оружия производилась при примкнутом штыке. В 1928 году в СССР началось производство оптических приборов для винтовки Мосина, и в 1932 году был разработан снайперский вариант винтовки Мосина. Его отличие заключалось в улучшенной отделке канала ствола, а также загнутой ручки затвора. Именно с такой винтовкой воевали наши прославленные снайпера, земляки Охлопков, Кульбертинов, Муреев, Соколов и многие другие. Перед вами последняя модификация винтовки Мосина, карабин Мосина образца 1944 года. Карабин отличался более компактными размерами, также он снабжался несъемным штыком, который очень легко приводился в боевое состояние. Также легко складывался. Остальные узлы оставались от предыдущих вариантов. В 1945 году легендарная винтовка Мосина была снята с вооружения.
Пистолет КТ «Тульский Токарев» был разработан в 1930 году советским конструктором Токаревым для вооружения командного состава Красной Армии. В 1933 году он был модифицирован и стал именоваться семизарядный пистолет образца 1933 года. В пистолете использовались патроны 7,62 на 25 мм. Пистолет оснащался магазином на 8 патронов. Особенностью пистолета было отсутствие предохранителя. Урок введения в положение полувзвода предотвращал случайные выстрелы. В положении полного взвода пистолет производил выстрел. Данный пистолет состоял на вооружении Красной Армии и органов внутренних дел вплоть до полной замены его пистолетом Макарова. Пулемет ДП Дегтярев пехотный разработан в 1927 году конструктором Дегтяревым и в том же году принят на вооружение Красной Армии. Первое свое боевое крещение он получил в конфликте на ВЖД в 1928 году. Пулемет оснащался сошками, дисковым магазином на 47 патронов. Патроны 7,62 на 54 винтовки Мосина. Также имелся пламегаситель, секторный прицел. Для ведения огня предусматривалось одновременное нажатие предохранителя и спускового крючка. Потребность в данном виде оружия остро возникла в начале Великой Отечественной войны, так как катастрофически не хватало автоматического вида оружия, требовалось увеличение плотности огня. С вами легендарный пулемет Максим, разработанный в 1883 году американским конструктором Хайрамом Максимом. В 1889 году он был принят на вооружение. Начиная с 1904 года пулемет Максим стал выпускаться на Тульском оружейном заводе. И в то же время он принял боевое крещение в русско-японской войне. В то время он относился к артиллерии, так как был установлен на артиллерийских лафетах. В 1910 году пулемет Максим был установлен на станок системы Соколова. Во время Первой мировой войны он был уже в составе пехотных подразделений. И этот пулемет полностью изменил тактику ведения боевых действий пехоты, так как прежние атаки строем уже стали невозможными из-за его плотности огня. Пулемет принимал участие в гражданской войне и последующих конфликтах на территории СССР, а также в советско-финской войне. За этот период пулемет претерпел некоторые модернизации, в том числе замена заливного отверстия на более широкое. В 1939 году он был снят с производства, однако с началом Великой Отечественной войны из-за нехватки пулеметов данного класса он был вновь запущен в серию. В 1943 году на вооружение был принят более совершенный пулемет системы Горюнова. Однако же пулемет Максим параллельно выпускался вплоть до конца Великой Отечественной войны. После Великой Отечественной войны пулемет поставлялся в различные страны, где принимал участие в различных конфликтах. В этом году наш коллега Виталий Прибылых принимал участие в поисковом отряде на местах боев под Сталинградом и принес нам этот материал. В частности, тут перед вами остатки знаменитой советской гранаты ВД-33. Вот видите две ручки от гранаты, одна из них пробита осколком. Также имеется вот оборонительная рубашка от гранаты. При
одевании ее на корпус гранаты она использовалась как оборонительная для того, чтобы увеличить разлет осколков. При снятом ее состоянии граната уже использовалась как наступательная. На этом наша лекция о стрелковом оружии времен Великой Отечественной войны завершена. Спасибо за внимание.